Добрый день, коллеги. Мы проверяем наше оборудование. Слышно ли, видно ли? Отметьте, пожалуйста, в чате, если вы нас слышите, 1 плюсик, если видите и слышите, 2 плюсика. Так, видим, плюсики появляются. Замечательно. Так, угу. Интересно, что означает знак равно? 2 знака равно. Так, Галина Владимировна, вас пока не вижу. Так, сейчас подключится к нам Галина Владимировна Китайгородская. Так, Галина Владимировна. Ждем вас. Коллеги, у нас пока проверка оборудования, проверка связи. Начнем мы, как и намечено, в 15:00. Галина Владимировна, ждем вас. Коллеги, видна ли презентация? Презентацию, коллеги, вы видите? Угу. Замечательно. Так, только у нас пока не получается подключение Галины Владимировны. Подождем. Я себя вижу. Может, у нее там кто-то подключился? Лучше уж перенесем сейчас. Вот, я появился. Сейчас еще пощелкаем, появитесь. Вы меня видите? Так, еще Марина Анатольевна, наверное, вышла. Марина Анатольевна тоже появилась. Да, я вижу Вячеслава Марина Анатольевна, вы меня видите? Вижу Вячеслава Алексеевича, вижу тебя. Марина Анатольевна видит меня, да? Да, и слышу, вижу. Ну, лучше использовать не видео, лучше использовать микрофон, коль у нас сейчас так глючит. Еще раз пощелкайте, пощелкайте. Так, ну, я пока... Да, я тоже отключусь. Ну вот у нас... Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за ожидание.
Рада приветствовать всех, кто подключился к нашему вебинару. Пожалуйста, обозначьте, видите ли вы, слышите ли вы. Так, замечательно. Видим и слышим. Коллеги, сегодня нас двое должны вести вебинар. Я и Галина Владимировна Китайгородская, ректор. Но сейчас пока она не может подключиться, какие-то технические проблемы возникли. Но мы с вами начнем и надеемся, что у Галины Владимировны получится, и она сможет к нам присоединиться. Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем серию вебинаров, посвященных организации дистанционного обучения. И сегодня у нас такой вебинар, который предназначен прежде всего, наверное, для руководителей образовательных организаций, ну и, конечно, для всех участников образовательных отношений. Мы разработали пошаговые алгоритмы для всех участников образовательных отношений и хотели бы вам сегодня их представить. Коллеги, все у всех должно быть видно и слышно. Если что-то у вас не видно либо не слышно, пожалуйста, проверьте настройки своего устройства. У большинства звук и видео есть. Обновите свою страничку. Долго ожидали, поэтому страничку можно обновить. Так, хорошо. У большинства все, у всех все есть. И звук, и видео. Уважаемые коллеги, хотим вам напомнить, что информационно-методическую поддержку по организации дистанционного обучения в нашей республике осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. На официальном сайте министерства создан специальный раздел «Дистанционное обучение», в котором представлены ответы на наиболее частые вопросы, методические рекомендации для родителей, для педагогов, а также инфографика. Адрес сайта Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми вам наверняка уже известен. И министерство организовало также телефонную линию, горячую линию. На все вопросы вы можете получить ответы в рабочее время с 9 до 17 часов. Уважаемые коллеги, если вы что-то не слышите либо не видите, проверьте, пожалуйста, настройки своих устройств. Коми Республиканскому институту развития образования поручено осуществлять информационно-методическую поддержку перехода на дистанционное обучение. Мы разработали специальный раздел на нашем сайте, который носит название «Информационно-методическая поддержка при организации обучения с применением дистанционных технологий». На этот раздел вы можете выйти с главной страницы через слайдер, либо через баннер с правой стороны, где у нас идет линия баннеров. Самый первый баннер – методическая поддержка дистанционного обучения. Здесь представлена ссылка на этот раздел. По этой ссылке вы можете напрямую попасть в этот раздел, в котором размещены для родителей, для учителей и преподавателей профессиональных образовательных организаций федеральные методические рекомендации, информация о федеральных платформах, сервисах и ресурсах и прямые ссылки на эти платформы, информация о региональных платформах, сервисах и ресурсах, а также информация для организации обучения и досуга. Конечно, главный субъект, который организует дистанционное обучение в образовательной организации, это администрация образовательной организации. Какие же шаги должна предпринять администрация? Что она должна сделать? Об этом наш дальнейший разговор. Коллеги, если у кого-то что-то плохо слышно, плохо видно, проверьте настройки своих устройств. У большинства все работает. Можете просто перезагрузить страничку, либо навести указатель мышки на изображение ведущего, и справа будет колонка для регулировки звука. Я вижу, что большинство отмечает плюсиками, значит, все хорошо, все работает. Проверяйте настройки своих устройств. Итак,
Что же должна делать администрация образовательной организации при подготовке к переходу на дистанционное обучение и его осуществлении? Первый шаг, который должна осуществить администрация образовательной организации, это сформулировать ответы на основные вопросы, касающиеся организации образовательного процесса. Нужно определить, провести анкетирование, либо еще каким-то образом узнать, у всех ли обучающихся есть необходимые устройства для дистанционного обучения, компьютеры, планшеты, либо смартфоны. Имеется ли в семьях доступ к сети интернет? Все ли обучающиеся имеют адекватный контроль со стороны родителей? Могут ли родители оказывать поддержку ребятам при дистанционном обучении? Очень важный вопрос, на который должна ответить администрация образовательной организации. Может ли онлайн-обучение в школе начаться немедленно, какие есть для этого ресурсы или что препятствует? Да? И если мы видим, что ресурсов недостаточно, необходимо подумать, где эти ресурсы мы можем изыскать, да, какую помощь мы можем получить от наших партнеров, готовы ли мы осуществлять образовательный процесс, все ли технические ресурсы у нас имеются, да, и готовы ли наши кадровые ресурсы, готовы ли учителя, готовы ли педагоги к тому, чтобы осуществлять дистанционное обучение. Очень важный вопрос, на который тоже мы должны получить ответ, это кто и каким образом будет осуществлять техническую поддержку учителям и семьям в переходный период к электронному обучению с использованием дистанционных образовательных технологий. То есть кто будет оказывать помощь в установке необходимых программ, в наладке необходимого оборудования. Вот сегодня у нас тоже с вами реализуется непосредственно дистанционное обучение, и технические вопросы мы решаем в режиме онлайн. И надеюсь, что скоро все неполадки будут устранены, и мы в полной мере сможем с вами поработать так, как планировалось. Очень важный вопрос, на который нужно ответить еще вот на этапе подготовки, это как будет выглядеть школьный день, школьная неделя при использовании дистанционного обучения и как будет сформировано расписание. Да? Мы должны с вами помнить о том, что дистанционное обучение – это не перенос нашего обычного традиционного офлайн-обучения в онлайн-режим. Дистанционное обучение требует своего особого подхода. Мы должны сформировать расписание, в которое будем включать уроки на каждый день. При этом мы должны помнить, что уроки должны будут быть по времени более короткими, сокращенными, 30 минут максимум, но об этом дальше мы с вами будем говорить. И должны определить, какие именно предметы мы будем в каждый конкретный день реализовывать. Очень важно продумать, как будет Коллеги, параллельно идет несколько вебинаров, проходят какие-то сбои. У нас тоже все отключилось, теперь снова включилось. С какими-то искажениями. Так, ну хорошо, все нормализовалось. Я вижу, плюсики вы ставите. Замечательно. Мы продолжаем. Итак, очень важно продумать, как будет организован учебный день обучающихся. В какое время ребята будут общаться с преподавателями в режиме онлайн, как они будут общаться со своими сверстниками, с одноклассниками, как они будут работать над выполнением заданий, в какое время они будут самостоятельно выполнять задания в режиме офлайн, как они будут отправлять свои задания учителю. Ну, вот мы видим, да, Вячеслав Алексеевич нам пишет, что технические проблемы именно на самой платформе. Угу.
Коллеги, звук идет? Слышно ли меня? Если мы отключим видео и будем работать только со звуком, я думаю, тоже будет неплохо. Коллеги, пожалуйста, отметьте, звук слышен или нет. Звук идет? Слышно, но не видно. Хорошо. Ну, давайте попробуем все-таки до следующего вбивания. Так, хорошо, звук идет, презентацию видно. Тогда видео я включать не буду. Поработаем только со звуком. Замечательно. Идем дальше. Очень важно, чтобы мы с вами продумали, как будут поддерживать учителя обучающихся, как они будут их мотивировать к обучению, какие будут для этого использовать приемы, какие сервисы, и как будут поддерживаться администрацией и сами учителя, их работа. Также очень важный момент, который должна проработать администрация на первом шаге, это сформулировать ответы на вопросы, связанные с блоком коммуникации. Звук идет, презентацию видно. Замечательно. Работаем дальше, коллеги. Без видео. Главное, чтобы была видна презентация и чтобы было слышно. Итак, важный вопрос, на который мы должны продумать, как мы будем отвечать, это как будет происходить доставка заданий обучающимся. С какой регулярностью, с какой частотой, какие ресурсы будем использовать. Коллеги, обновите, пожалуйста, свои странички. У большинства все видно и слышно. Презентацию видно, меня слышно. Этого достаточно. Если у вас не видно, не слышно, то обновите, пожалуйста, свою страничку. Ctrl плюс F5, вот Вячеслав Алексеевич нам подсказывает. Звук отрегулируйте на картинке, там, где должно быть видео. Справа будет у вас регулировка звука. Итак, замечательно. Идем дальше. Очень важный момент – это продумать, как мы будем получать обратную связь от семей, какие способы коммуникации будем использовать. Видео нет и не будет, коллеги. Меня видно не будет. Главное, чтобы вы видели презентацию и слышали меня. И также очень важно продумать, как мы будем коммуницировать с семьями наших обучающихся, с какой регулярностью мы это будем осуществлять, как участники образовательных отношений будут проинформированы о переходе школы на дистанционное обучение, как учителя будут проверять задания учеников, как они будут проверять их вовлеченность в образовательный процесс, их эмоциональное состояние при новой для них форме обучения. То есть очень важно продумать, как мы будем осуществлять коммуникацию с участниками образовательных отношений. Третий очень важный блок вопросов – это то, что связано с технологиями. Вот сегодня мы с вами видим, да, что даже при хорошей подготовке мы с вами сталкиваемся с различными техническими проблемами. Да, и для того, чтобы их избежать или каким-то образом предусмотреть, мы должны подумать, какие мы будем использовать сервисы. Будем ли мы использовать сервисы видеоконференций, либо мы с вами будем использовать какие-то другие способы визуального взаимодействия. Какие инструменты онлайн-обучения мы сможем использовать, либо те платформы, которые существуют сейчас и рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации, либо те платформы, которые мы будем сами самостоятельно разрабатывать. Может быть, вы захотите сами разработать, либо у вас уже в образовательной организации есть готовая платформа. Каким образом мы будем доставлять задания обучающимся?
с какой регулярностью, с какой частотой. И есть ли в школе электронный журнал, электронный дневник или другая возможная структура дистанционного обучения. Вячеслав Алексеевич, я прошу помочь мне с презентацией. Почему она уменьшилась в размерах? Угу. Так, коллеги, Марина Анатольевна, сейчас Марина Анатольевна, все нормально? Смотрите. Марина Анатольевна, Да. это я включил, чтобы была возможность у них скачать презентацию, а если им надо раскрыть презентацию Вячеслав на весь Алексеевич. экран, двунаправленная стрелочка. А это я сейчас переключился в режим, чтобы у них была возможность скачать презентацию. Угу. А кому надо, чтобы презентация была на весь экран, вот в правом верхнем окне двунаправленная стрелочка такая, тогда презентация раскроется на весь экран. Угу. Ну, это каждый себе настраивает. Давайте сейчас 5 минут, чтобы скачали. Коллеги, скачайте презентацию 5 минут, мы перенастроимся. Так, хорошо, коллеги. Презентация скачивается в правом нижнем окне. Файлы называется. Итак, презентацию скачали. Коллеги, кто презентацию уже скачал, можете в чате отметить, провели ли вы подготовительные мероприятия по первому шагу своей образовательной организации, продумали ли вопросы коммуникаций, выбрали ли платформы, с которыми вы будете работать, определились ли с инструментами. Так, вижу плюсики, что скачали. Угу, коллеги, хорошо. Так, ну, я думаю, что мы готовы идти дальше. Итак, вот эти вот наш первый шаг подготовительный, который предполагал формулировку ответов на вопросы, связанные с организацией дистанционного обучения, с технологиями и с коммуникациями. Следующим шагом выступает формирование технологической инфраструктуры. То есть очень важно, чтобы все учителя были обеспечены необходимым оборудованием, да, чтобы у каждого учителя был компьютер, камера, микрофон для того, чтобы можно было проводить онлайн-уроки. Формирование технологической инфраструктуры подразумевает не только оборудование, но и тот перечень платформ, ресурсов и сервисов, которые мы будем использовать для организации обучения. Сегодня на сайте Министерства просвещения Российской Федерации представлен перечень рекомендованных федеральных платформ. Этот перечень есть также и на нашем методическом ресурсе, который сформировал институт. Также это может быть региональные платформы. Например, вы можете использовать нашу единую систему дистанционного обучения Республики Коми. И, возможно, у вас есть какая-то своя школьная платформа. Так, я вижу, коллеги, что у многих уже первый шаг сделан. Второй шаг выполнен или нет? Технологическая инфраструктура сформирована или нет? Конечно, очень важный момент, кроме оборудования и непосредственно платформ, это умение педагогов использовать это оборудование и эти платформы. И здесь, конечно, потребуется в большинстве случаев организация обучения либо взаимообучение педагогов. Так, я вижу, да, что первый шаг большинства сделан замечательно. Второй шаг, скорее всего, здесь проблемы, наверное, с оборудованием, да, в первую очередь. Не у всех у нас есть необходимое для реализации оборудование, да, не у всех детей есть компьютеры, Ирина, верно. Это тоже будет проблема, но об этом мы поговорим, как можно эту проблему преодолеть и как можно организовать образовательный процесс даже в таких условиях. Мы сейчас говорим о обучении, взаимообучении педагогов. Мы знаем, что у нас в республике есть опыт
в частности, в опорных школах республики, где организовано обучение педагогов работе с различными сервисами. По крайней мере, на прошлой неделе гимназия номер 2 города Инты проводила для нас, для всех вебинар и показывала, как они организовали обучение педагогов по работе с платформой Zoom. Вы можете видеозапись этого вебинара просмотреть в нашем видеозале. Да, конечно, Людмила, я согласна с вами, что есть места, в которых даже нет связи, но здесь мы должны подумать, каким образом мы будем вот эту коммуникацию осуществлять. Так, и, как мы уже отмечали, очень важно продумать, как мы будем обеспечивать коммуникацию всех участников образовательных отношений. Угу. На сайте Министерства просвещения Российской Федерации сегодня представлены рекомендации по выбору онлайн-ресурса для дистанционного обучения. В виде таких памяток они сформированы. Вы можете зайти непосредственно на сайт Министерства просвещения и эти памятки скачать, с этими ресурсами познакомиться и поработать. Конечно, нагрузка на сеть очень большая, не все ресурсы сейчас хорошо работают, вся страна перешла на дистанционное обучение. Это мы с вами только на следующей неделе запускаем в полномасштабном режиме дистанционное обучение. Страна уже с понедельника работает, и все коллеги говорят о том, что, да, проблемы есть с подключением, поэтому вот мы с вами собрались для того, чтобы подумать, какие есть варианты, как еще можно организовать образовательный процесс. Итак, после того, как мы сформировали технологическую инфраструктуру, мы переходим к третьему шагу. Третий шаг предполагает обеспечение нормативного сопровождения дистанционного обучения. Прежде всего, администрация образовательной организации должна разработать и утвердить локальный акт об организации дистанционного обучения. Работает над этим заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор, и на выходе мы должны сформировать положение о дистанционном обучении и приказ о ведении дистанционного обучения. Более подробно о разработке нормативных актов по организации дистанционного обучения вы можете узнать в нашем вебинаре, который мы проводили неделю назад. Он так и называется «Нормативное обеспечение дистанционного обучения». Там можно найти рядом с записью этого вебинара и примерное положение о дистанционном обучении в образовательной организации. Очень важно сформировать расписание занятий. Расписание занятий формируется на каждый день по учебным планам, по каждой дисциплине. Заниматься этим может либо заместитель директора, либо, если есть в организации, диспетчер по расписанию. И очень важно внести необходимые корректировки в рабочие программы, в учебные планы в части форм обучения. Да, то есть мы можем использовать такие формы, как лекции, онлайн-консультации, другие формы. И вносим дополнения в части технических средств обучения. То есть указываем те платформы и сервисы, которые мы будем использовать в образовательном процессе. Делают это заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги. И на выходе это наши готовые рабочие программы и учебные планы. Коллеги, можете обозначить в чате, как у вас обстоят дела с переходом к этому третьему шагу. Нормативное сопровождение разрабатывается, положение дистанционного обучения есть, расписание готовите, изменения рабочие программы в учебные планы вносятся. Да, Анна, я согласна, что это дополнительная нагрузка на педагогов, но тем не менее, да, все это нам необходимо, потому что того требуют наши нынешние условия работы, жизни. Замечательно все делается, да, корректировка, возможно, потребуется. Хорошо. Переходим к следующему шагу. Шаг 4. Обеспечить информирование родителей, законных представителей обучающихся. Целесообразно проинформировать учеников и их родителей об электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях. Очень важно ознакомить их с расписанием занятий, с графиком проведения текущего итогового контроля по учебным дисциплинам, с графиком консультаций. Здесь нам в этом могут помочь классные руководители. И хорошо, если вы будете вести журнал ознакомления, да, в котором отметки мы каким-то образом обозначим. Этот журнал ознакомлений может быть в электронном формате. Вы можете ссылочку на него дать
доступ родителям, чтобы они посмотрели и свою отметку поставили в электронном формате. И также очень важно организовать учет результатов образовательного процесса в электронной форме. У нас с вами у всех есть наши электронные журналы, электронные дневники. Ольга, я с вами согласна, что это вообще не проблема, да, в наших условиях, в нашей республике, когда у нас есть государственная информационная система, электронное образование. Хорошо, идем дальше. Пятый шаг. Пятый шаг предполагает организацию образовательного процесса и контроля его реализации. То есть все предыдущие шаги были подготовительными. Мы подготовили школу к тому, чтобы переходить на дистанционное обучение. И сейчас мы уже на этом шаге непосредственно погружаемся в образовательный процесс в новых условиях и обязательно контролируем ход его реализации. Проводим непосредственно учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или на иной платформе, которую вы выбрали, и при необходимости интегрируем различные формы обучения. Педагоги ведут конспекты уроков в качестве отчетных форм. Классный руководитель организует ежедневный мониторинг. Обязательно нужно отмечать учеников, которые фактически присутствуют в школе, если у вас это допускается. Ребят, которые учатся дистанционно, и ребят, которые по болезни временно не участвуют в образовательном процессе. Ведем журнал мониторинга. И также постоянно осуществляем мониторинг технических возможностей и ограничений школы обучающихся. Ответственны за техническое сопровождение, классные руководители ведут журнал этого мониторинга. То есть очень важен контроль. Не забываем об этом. Реализуем образовательный процесс и контролируем его ход. На сайте Министерства просвещения Российской Федерации представлены вот такие методические рекомендации, как организовать дистанционное обучение. Здесь представлены 4 шага. Первый шаг – это выбор удобной онлайн-платформы. Второй шаг – это составление расписания занятий на каждый учебный день. Третий шаг – информирование обучающихся и их родителей о предстоящем дистанционном обучении. И четвертый шаг – это обязательно обратная связь. И представлен номер горячей линии Министерства просвещения Российской Федерации, на котором вы тоже можете задавать свои вопросы. Так что же делать в новых условиях дистанционного обучения учителю-предметнику? Для него тоже мы разработали такой пошаговый алгоритм действий учителя-предметника. Что он в себя включает? Первый шаг – это провести подбор ресурсов федеральных и региональных. Администрация образовательной организации может рекомендовать перечень каких-то ресурсов, но вот сейчас мы получили письмо от Министерства просвещения Российской Федерации, в котором обозначено, что все-таки целесообразно использовать именно те ресурсы, которые представлены на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. Далее педагог формирует чек-лист тем на определенный период, на неделю, либо вот на апрель месяц, да, до конца апреля, пока у нас срок такой определен указом главы Республики Коми. Далее учитель проводит корректировку рабочих программ, календарно-тематических планов. Мы уже говорили о том, что это необходимое действие. Применяет методики проведения дистанционных занятий, вводит новые формы домашних заданий, не только сканы работ учеников, но и другие варианты. Об этом дальше мы поговорим. Выполняет график занятий, в том числе график подготовки государственной итоговой аттестации, если он ведет занятия в этих классах, которые выходят на государственную итоговую аттестацию. Ведет обязательно, желательно, да, ведет запись уроков, то есть имеется в виду здесь видеозапись уроков для того, чтобы можно было выложить потом для ребят, которые не смогли подключиться в назначенное время. И по итогам обязательной обратной связи вносит коррективы в свою деятельность. Коллеги, у кого что-то опять не работает, обновитесь и проверьте настройки своих устройств. У нас все хорошо работает. Методическая поддержка педагогов осуществляется в нашем разделе «Методическая поддержка дистанционного обучения» на сайте Института развития образования. Для учителей представлены региональные образовательные платформы и ресурсы, федеральные образовательные платформы,
электронные формы учебников, включенных в федеральный перечень учебников, а также учебников по коми-языку, разработанных нашим институтом. А также представлены ресурсы для организации внеурочной деятельности и досуга, ресурсы электронных библиотек, ресурсы для профессионального развития педагогов, в том числе наши вебинары, курсы повышения квалификации, которые осуществляет институт. Даже в это сложное время мы проводим курсы повышения квалификации в формате дистанционного обучения. И также представлен культурный норматив школьника. Далее здесь мы представляем общие рекомендации для разработки онлайн-урока. Подробные рекомендации по разработке и проведению онлайн-урока были представлены вчера на нашем вебинаре. Вы можете обратиться к видеозаписи этого вебинара в нашем видеозале, либо на нашем методическом ресурсе в разделе «Педагогам», «Профессиональное развитие педагогов», «Вебинары». Время проведения урока должно сократиться, не более 30 минут, а для начальной школы 20-25 минут. При этом увеличивается время перемен до 20 минут. Для того, чтобы эффективно это время урока провести, мы должны четко поставить цели урока, определить результат урока. То есть непосредственно ребятам мы сразу задаем, что мы будем делать, к чему мы должны прийти, чему они должны будут научиться. Возможно использовать технологию перевернутого урока, когда мы ребятам в качестве опережающего задания предлагаем познакомиться с новым материалом, например, изучить текст учебника, поработать с каким-то веб-ресурсом, либо с обучающим видео, а непосредственно на онлайн-уроке мы уже обсуждаем увиденное, прочитанное, да, и выполняем какие-то практические задания. Теоретический материал должен быть представлен обязательно в кратком сжатом виде, и выделена его основная суть. Очень важно предусмотреть различные виды заданий, которые мы будем предлагать ребятам в ходе урока и для последующей самостоятельной работы. Это могут быть задания на рассуждение, это могут быть интерактивные задания, тренажеры, онлайн-голосование и так далее. На онлайн-уроке обязателен блок обратной связи, который мы можем реализовывать тоже с помощью различных инструментов, например, через вопросы-ответы в чате, либо по электронной почте. И используем различные формы организации деятельности. Групповую, фронтальную, индивидуальную, а также дифференцированные задания. Как мы уже сказали, более подробно о разработке и проведении онлайн-уроков в нашем вебинаре вчера. Видеозапись вы можете посмотреть в видеозале. Рекомендуется следующая модель структуры дистанционного урока. Начинаем мы, как правило, с мотивационного блока. 2-3 минуты на это мы отводим, потому что мотивация является необходимой составляющей дистанционного обучения, и мы должны поддерживать ее на протяжении всего процесса обучения. Для этого мы должны четко определить цель, которую ставим перед ребятами, и помним, что если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки ученика, либо этот уровень завышен, либо занижен, то мотивация быстро снижается. И для мотивации используем самые разные инструменты. Вот сегодня мы, например, рассматривали на нашем вебинаре сервис Learning Apps, в котором можно разрабатывать разнообразные интерактивные задания, которые можно в том числе использовать и на мотивационном блоке. Далее следует инструктивный блок, 3-5 минут, очень важный блок, в котором мы предлагаем ребятам инструкции, методические рекомендации по организации их учебной работы. Далее идет непосредственно информационный блок. 5-10 минут – это теория, может быть в виде рассказа учителя, может быть работа с учебником, да, может быть это видеоурок, например, из российской электронной школы. И минут 10 отдаем на самостоятельную работу. Татьяна Новоселова, вы, наверное, давно уже не заходили в Учи.ру, там сейчас очень много разнообразных предметов. Практически все платформы сейчас активизировались и наполняются и платформы образовательным содержанием. Да, тот же Яндекс.Учебник. Месяц назад там были только русский язык и математика, сегодня там уже очень много разнообразных учебных предметов. Поэтому буквально каждый день обновления происходят. Я рекомендую заглядывать почаще на различные платформы, и действительно обновления там есть постоянные. После информационного блока мы реализуем
контрольный блок, приблизительно 5 минут. И здесь подключаем систему тестирования и контроля. Можно использовать также вот тот же сервис Learning Apps, который мы сегодня рассматривали, и другие сервисы, например, те, о которых мы будем говорить на нашем последующем вебинаре 10 апреля. Приходите, посмотрим, подумаем, как и что можно использовать. Да, конечно, платформы виснут, понимаем почему, вся страна туда зашла, с потоками справляются, но тем не менее вы можете на платформе подсмотреть идею и реализовать ее с помощью других сервисов. Ну и завершается онлайн-урок, как и любой урок, коммуникативным и консультативным блоком. 3-5 минут на это мы отводим. И этот блок включает в себя систему интерактивного взаимодействия участников дистанционного урока с учителем и между собой. О требованиях к домашней работе поговорим. Да? Тут уже вот в чате вопрос появлялся по поводу домашнего задания. Домашнее задание может представлять собой одно или несколько заданий, которые вы подберете в соответствии с поставленной учебной задачей и которые предлагаете ребятам именно в том порядке, который необходим. Да? То есть последовательно, например, 5-е, 8-е, потом 3-е. То есть те задания, которые будут логически между собой связаны. При этом задания должны быть понятны ученику. Ребенок должен понимать, что он будет делать, где он будет это делать, как он будет это делать. И какие дополнительные средства обучения ему могут понадобиться, а также очень важный момент, как он передаст работу учителю. И вот здесь нам тоже на помощь приходят различные сервисы. Например, мы на прошлой неделе рассматривали сервисы Google, как их можно использовать для того, чтобы организовать вот эту обратную связь. При этом задание должно быть посильным для ребенка и доступным для его самостоятельного выполнения. Это очень важный момент, доступность для самостоятельного выполнения учениками. Поскольку сегодня родители очень активно включились в процесс обучения, дистанционного обучения своих детей, да, и думают, что они должны им во всем помогать, а иногда даже за них выполнять задания. Нет, задания должны быть для самостоятельного выполнения ребятами. При этом, конечно, задание должно быть для ребят интересным, поскольку упражнения из учебника можно дополнить ссылкой на фильм по изучаемой теме, можно какие-то дополнительные электронные ресурсы порекомендовать. Мы можем даже изменить то задание, которое представлено в учебнике, добавив какой-то творческий вопрос, либо перефразировав это задание. Да? Ну, мы с вами же все творческие люди, и я думаю, что с такими творческими моментами у вас вопросов не возникает. Задание должно дополняться теоретическим материалом, который может понадобиться для его выполнения. Можно в виде ссылки на страницу учебника это сделать, либо на какие-то другие ресурсы. Очень важно, когда мы формулируем задание, провести инструктаж организационного и содержательного характера. Организационного характера – что делаем, где делаем, как делаем, и содержательного характера, то есть что должно быть представлено в качестве ответа на задание. И, конечно, очень важно работу ребенка оценить, и при этом мы используем приемы формирующего оценивания. Да, то есть сравниваем результаты каждого ребенка только с его же предыдущими результатами. Не сравниваем ребят между собой. Да, конечно, есть плюсы и минусы на каждой платформе. Каждый из нас может внести какие-то свои поправки в то содержание, которое предлагается. Платформа же разработана для среднего, скажем так, ученика, да? Но тем не менее мы должны учитывать наши реальные условия, способности наших ребят, да, их уровень развития. А кто это знает лучше, кроме учителя, который работает непосредственно с этими ребятами? Конечно. Итак, дальше мы с вами идем. И очень важно все-таки стараться соблюдать нормы СанПин, да, поскольку рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране монитора, не должна превышать для детей 6-10 лет 15 минут, для детей от 13
от 10 до 13 лет 20 минут, старше 13 лет 25-30 минут. На втором часу работы не более 20 минут. И оптимальное количество занятий с компьютером в течение дня для детей 60 лет – 1 занятие, 2 занятия, старше 13 лет – 3 занятия. Да, вот вы, коллеги, пишете, что для каждого предмета, для каждого класса, для каждого урока разные платформы, разные ресурсы. Вот поэтому на первом этапе, на организационном этапе необходимо определиться, договориться, да, какие ресурсы вы будете использовать в качестве основных ресурсов. Да. Ребятам же тоже сложно на математику на одном сайте регистрироваться, на русский язык на другом. Да, поэтому если есть платформа универсальная, то лучше использовать универсальную платформу. Татьяна, да, Zoom проще и надежнее для того, чтобы организовывать видеоконференции, но и там тоже есть свои проблемы. Не будем сейчас о них говорить. Если интересно, можете потом мне написать, отвечу. А на платформе видеоуроки, да, есть сейчас по всем учебникам задания, замечательно. Вот коллеги вам уже рекомендуют, опытные наши коллеги, то, что можно использовать, ресурсы, которые уже опробированы, которые уже на практике использованы. Ну и, конечно, да, можно создавать свои. И сегодня вот мы говорили уже о сервисе Learning Apps, видели, что там даже можно свое что-то создать, а можно ничего не создавать, воспользоваться тем, что уже создали другие коллеги. Да, вот, наконец-то появился вопрос, как же все-таки соблюдать эти санитарно-эпидемиологические требования, если каждый учитель будет проводить онлайн-урок. А вот тут надо подумать о том, что каждый ли урок должен проходить именно как онлайн-урок, да, то есть в режиме синхронного взаимодействия. Не обязательно. Мы же можем проводить уроки, на которых не будет синхронной работы. Посмотрите наш вебинар, который мы проводили вчера по разработке и проведению онлайн-уроков. Там есть рекомендации, как можно по-разному организовать эту работу. Ну и, конечно, нет необходимости непрерывно весь урок смотреть ребенку в экран. Мы говорили о том, что необходимо предусмотреть различные формы работы. Это и работа с учебником, это и работа с тетрадью. Коллеги, к нам готова подключиться Галина Владимировна. Предоставим ей слово и возможность нас поприветствовать. Галина Владимировна, пожалуйста, подключайтесь к нам. Галина Владимировна, мы вас приветствуем. Галина Владимировна, вы с нами? Галина Владимировна? Галина Владимировна Китайгородская, ректор Коми Республиканского института развития образования, готова нас поприветствовать. Коллеги, я сейчас отключу свой микрофон, чтобы Галина Владимировна могла подключиться со своим микрофоном. Уважаемые коллеги, все равно сохраняется какая-то техническая проблема у Галины Владимировны. Она поприветствовала нас в чате. Так, ну а мы с вами тогда продолжим. Очень важный момент – это выбор той модели взаимодействия, которая будет осуществляться между участниками образовательного процесса. В зависимости от того, какие у нас с вами есть технические возможности, в зависимости от технических возможностей наших ребят, их родителей,
возможно, 3 таких вот основных модели. Первая модель, о которой многие из вас тоже уже в чате писали, это когда вообще отсутствуют условия для онлайн-общения, да, когда, например, вообще нет интернета у ребят и у учителя. В этом случае мы готовим пакет материалов и подробные инструкции на определенный временной отрезок обучения в печатном виде, предполагаем работу с учебником, письменное выполнение заданий в тетради к фиксированной дате, обеспечиваем выдачу пакета заданий обучающимся, да, например, классный руководитель может доставить школьным автобусом, либо через родителей эти задания, и затем выполненные детьми задания учитель проверяет. Вторая модель может быть реализована, если у нас с вами затрудненная коммуникация, например, нестабильный интернет, либо у ребят нет технического устройства, либо нет возможности выйти в интернет без родителей. И здесь мы можем использовать СМС-сообщения с домашними заданиями, сроками его выполнения, задействуем телефонную связь, используем возможности государственной информационной системы электронное образование для того, чтобы направить ребятам домашние задания по учебнику, ссылки на интернет-ресурсы по изучаемой теме, проводить анализ сложностей с выполнением заданий через организацию видеоконференций, чатов с детьми, использовать демонстрационные проверочные онлайн-тесты, использовать обратную связь. Ну и, конечно, идеальный режим, идеальная модель – это когда у нас стабильная коммуникация, достаточное техническое обеспечение. Здесь мы можем свои онлайн-уроки разрабатывать, разрабатывается и форма обратной связи, использовать готовые платформенные решения, сервисы или их фрагменты. Вот в зависимости от ваших конкретных условий вашей образовательной организации, в вашем классе, у ваших ребят, вы выбираете ту или иную модель взаимодействия. Может получиться так, что в одном классе у вас потребуются все 3 модели взаимодействия. Все это необходимо продумать еще на первом этапе, на подготовительном этапе. Но может случиться так, что неожиданно сломалась техника у ребенка уже в процессе обучения, да, и тогда придется с одной модели перейти на другую модель. Что делать классному руководителю в условиях дистанционного обучения? Для него тоже мы разработали алгоритм. Первый шаг – помочь ребятам зарегистрироваться на выбранной платформе. Важно организовать постоянный мониторинг технической готовности учеников, да, то есть обо всех технических проблемах ребята сообщают классному руководителю, родители сообщают классному руководителю, и именно классный руководитель уже потом с этими вопросами работает. Очень важно провести для ребят инструктаж, да, по реализации дистанционного обучения, по профилактике коронавирусной инфекции в наших нынешних условиях. Конечно, да, и учитель и техника может сломаться, Наталья, я с вами согласна. Вот сегодня, например, так и не удалось у нас подключиться всем, кто хотел быть в качестве ведущих этого вебинара. Всякое в жизни бывает. Техника не всегда выдерживает. Угу. Да, но тем не менее классному руководителю работы еще добавится, как это не печально. Установить контакт с помощью вспомогательных средств, либо через телефон, либо через ГИСЭО, либо через Skype, через наши социальные сети, да, обязательно установить контакт с родителями ребенка. Обязательно классному руководителю осуществлять ежедневный контроль участия ребят через коммуникацию, да, через выбранные сервисы. Рекомендуется установить определенное время и проводить видеочасы общения с учащимися класса и с родителями. Да, можно быть с учащимися отдельно, с родителями отдельно. Да, вы договариваетесь заранее, в какое время это будет проходить, с помощью каких сервисов, с помощью каких инструментов. И, конечно, необходимо осуществлять удаленный контроль самочувствия детей. Да, то есть задавать вопросы детям, задавать вопросы родителям, вести журнал, о котором мы говорили в начале нашего вебинара. Ну и никто с классного руководителя не снимает обязанность организовывать культурно-досуговые мероприятия. Мы рекомендуем принимать участие в мероприятиях культурного норматива школьника. На сайте культурного норматива представлена афиша мероприятий, которые проходят в каждом муниципалитете. И сейчас очень многие организации культуры, как мы знаем, подключились к реализации своих мероприятий в режиме онлайн.
Ссылки мы регулярно публикуем также и в нашей группе ВКонтакте. Мы подружились с группой ВКонтакте от Министерства культуры, да, и там мы все ссылочки публикуем. На нашем сайте в разделе «Методическая поддержка» представлены рекомендации и ресурсы для организации неурочной деятельности и досуга, ресурсы электронных библиотек, ресурсы для профессионального развития и ссылка на сайт культурного норматива школьника Республики Коми. Так, Галина Владимировна, вам удалось подключиться? Добрый день, Мария Анатольевна, вы меня слышите? Да, хорошо, замечательно, мы вас слышим, Галина Владимировна, я готова передать вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас от всего коллектива Комреспубликанского института развития образования. Параллельно работаем на уровне Российской Федерации, поэтому не получилось подключиться очень оперативно. Уважаемые коллеги, что очень важно, мы планировали данный вебинар провести с участием руководителей образовательных организаций и представителей республиканских методических объединений. Коллеги, я правильно понимаю, что участниками являются руководители образовательных организаций? Если так, пожалуйста, отметьте обязательно, что вы сегодня вместе с нами. Да, здравствуйте, коллеги, здравствуйте. Если есть с нами руководители, потому что мое вводное вступление должно было именно касаться вас, уважаемые коллеги, управленцы системы образования. Да, очень хорошо, что подключены завучи. Да, здравствуйте, коллеги. Коллеги, я хочу вернуться на начало нашей презентации, потому что действительно сегодня мы говорили о алгоритмах взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. Коллеги, самое важное сейчас в данный период понять, что мы с вами работаем в едином образовательном и профессиональном пространстве. И вот это понимание должно быть у каждого из нас. Не только у педагогов, которые сейчас так активно включены в работу по формированию своего образовательного пространства, но точно такая же деятельность должна быть активная, а не пассивная со стороны руководителя образовательных организаций. Коллеги, что я имею в виду? Именно сейчас на уровне каждой образовательной организации, да, на основе тех рекомендаций, которые поступили от Министерства просвещения, на основе тех профессиональных рекомендаций, которые находятся вот на слайде предыдущем коллеги, которые находятся на сайте Министерства образования, науки и молодежи на Полесской Республике Коми, которые находятся на нашем сайте. Но сегодня именно каждый руководитель образовательной организации обязан выполнять свои управленческие функции на основе тех компетенций, которые уже сформированы. А именно, коллеги, мы сейчас должны вместе с педагогическим сообществом запланировать нашу деятельность вот по тем шагам, которые мы представили. Далее, замотивировать всех педагогов и, конечно, и родителей. Мы об этом сегодня говорили. Вторая задача – реализовать все, что мы по этим шагам, организация, коммуникация, технология должны отработать. И третий этап, вспоминайте управленческий цикл. Мы обязаны, коллеги, все это еще проверить. Мы понимаем, что не все это будет запущено сразу как идеальный вариант. Поэтому с точки зрения управленческого цикла я хочу напомнить: планирование, далее реализация на основе мотивации и координации всего педагогического коллектива. Третье, обязательно проверка именно той модели, которую вы запланировали, и при необходимости внесения каких-то корректирующих действий.
Коллеги, если мне позволит мой удаленный доступ, я хочу вернуться на первые шаги. Коллеги, помогите мне вернуться на шаги. Угу. Да, я сама сейчас буду. Спасибо, я вижу. Поэтому, когда мы говорим о... На пятый, да. Когда мы говорим о вот шагах, которые мы предлагаем руководителям, вот здесь надо понять, что в течение предыдущей недели, наверное, на этой неделе, руководитель образовательной организации должен совместно с теми сотрудниками, скорее всего, это заместители директора, сформировать тот локальный акт, где будут четко определены полномочия тех, кому вы передаете именно полномочия по организации дистанционного обучения. Коллеги, этот документ почему важен? Потому что локальным своим актом вы не только говорите о том, что такое дистанционное обучение, но через и приказ вы определите весь функционал своих коллег. Вы обязательно в течение прошлой недели или на этой должны провести в дистанционном режиме рабочие совещания со всеми руководителями методических служб вашей образовательной организации, учителями начальных классов, учителями русского языка, литературы, математики, физкультуры и так далее. Для чего? Вот я с этого начинала, для того, чтобы мы понимали, что мы работаем в едином образовательном пространстве. И на уровне каждой организации, коллеги, вырабатывается своя модель, исходя из того, что вы работаете по определенным ОМК, у вас выстроены определенные технологии взаимодействия. И эта модель, да, она будет в едином пространстве работать, нормативном, профессиональном, но это будет ваша модель. Поэтому вот то, о чем говорила Мария Анатольевна, мы работали над этими алгоритмами очень серьезно. Вы должны понимать, что это алгоритмы не для того, чтобы педагог на них посмотрел и начал работать. Это алгоритмы для руководителя образовательных организаций. Потому что именно руководитель, заместитель, которому переданы эти полномочия, должен эту совместную работу организовать и далее довести эту модель до педагога. Сегодня, коллеги, ситуация разная в каждой образовательной организации. Мы провели с министерством такой экспресс-мониторинг. Коллеги, многие педагоги, благодарят руководителей, которые уже дали конкретные модели. И вот здесь, да, мы уже определяли по этим конкретным моделям, какие в данном случае, как происходит, например, какой выбор платформы, как происходит обратная связь. То есть это должно быть единое понимание у каждого педагога. Это не должно быть передано с точки зрения полномочий педагогу. Это все решается и закрепляется локальным актом, коллеги, на уровне образовательной организации. И здесь вам в помощь должны обязательно прийти ваши методические объединения. Я напомню, что на уровне Республики Коми работают, функционируют успешно 24 республиканских методических объединений по всем предметам. Такие же объединения сформированы на уровне каждого муниципалитета. И далее также все сформировано на уровне образовательной организации. И вот они ваши агенты с точки зрения методической поддержки педагогов. Методическое объединение учителей технологии собирается, принимает решения и в едином ключе работает со всеми субъектами образовательных отношений. Учителя русского языка и литературы, учителя математики, физической культуры. И только так мы будем понимать, что каждый педагог знает, какой должен быть результат не только у него, а у всего педагогического коллектива. И тогда вы уверенно будете представлять свою модель с точки зрения вот этих шагов, что вы выбираете, да, о чем мы сегодня уже говорили. К сожалению, подключилась поздно, более конкретно могла бы рассказать, да, какие выбираете вы способы визуального взаимодействия, Skype, Zoom, либо это с элементами там профми и так далее. Но это должно быть, коллеги, решено на уровне каждой организации.
Вот я вижу, да, пишете, в реальности наоборот, учитель ищет, апробирует, выбирает, а потом включается. Вот это и сегодня на самом деле самый методически неверный подход. Почему я очень надеюсь, что, коллеги, сегодня вы с нами, руководители образовательных организаций. Сегодня действительно многие педагоги в пространстве поиска, а этим поиском должны первое заниматься и определять, вот по этим всем шагам всем пройти руководитель, зауч, у кого есть эти полномочия, и руководители методических объединений в каждой школе. Поэтому, уважаемые коллеги, я включилась поздно, уже работаем более часа, но хотела именно по этим шагам с вами пройти, исходя из именно тех позиций, которые важно до вас донести. Единое образовательное пространство, единый подход, который идет с точки зрения иерархичности модели от руководителя к каждому члену его команды. Поэтому, уважаемые коллеги, мы, да, сейчас продолжим. Вот пишет Анастасия, в школе не так, разработан приказ, разработан четкая инструкция для педагогов, память для родителей. Вот отличный пример. И вот здесь мы будем обращаться на следующей неделе именно к руководителям, потому что очень важно показать, какие модели созданы на уровне каждой образовательной организации. И, конечно, очень важно, чтобы мы донесли это, дали уже до родителей. Да, мы сегодня говорим, что есть такие-то платформы, можете ходить в музеи, но здесь уже подключается классный руководитель. Но вновь на уровне каждой организации есть методические объединения классных руководителей, которые должны вместе собраться, договориться о единых принципах и единых действиях по сопровождению обучающихся и родителей. Поэтому, уважаемые коллеги, да, спасибо, что вот удалось мне подключиться, хотела донести эту важную мысль, и именно с этой мыслью хотела пройти по всем шагам. Уже понимаю, что не так много времени осталось, поэтому, Мария Анатольевна, вы дальше подключайтесь, если что, я буду продолжать. Угу. Мария Анатольевна, вы были на слайде уже, по-моему, где-то на 30-м. Посмотрели уже классных руководителей. Да, буду подключаться. Хотели пойти к родителям. Угу. Так, структуру дистанционного урока рассмотрели, Санпин посмотрели, модели взаимодействия, алгоритм классного руководителя посмотрели. Угу. Так, и вот Министерством просвещения Российской Федерации разработаны также рекомендации по проведению свободного времени с пользой, с использованием дистанционного обучения без вреда для здоровья, по организации учебного процесса в домашней обстановке комфортно и просто. Да, и можно, коллеги, тоже подключусь. Вот на основе данных рекомендаций, если мы говорим о классных руководителях, конечно, ситуация в субъектах на территориях разная. Но самое важное понять, что наши родители очень ждут общения с классными руководителями. И есть сейчас возможности выйти с ними посредством различных технологий, по Вайберу, да, WhatsApp, по Skype. Коллеги, выйдите с ними на связь. Они в растерянности, они не знают сейчас, что их ожидает. Но, коллеги, не говорите педагогам о том, что, коллеги, организуйте родительское собрание в дистанционной форме. Предложите четкий алгоритм проведения данного собрания с понятными ресурсами. Вот мы их представляем, да, их сейчас, коллеги, даже на нашем сайте уже 40, с понятной матрицей работы с родителями. Что мы конкретно отрабатываем вместе с родителями? Идем вместе с родителями, с детьми в музей виртуальный, давайте вместе это сделаем. Но, коллеги, вот такие матрицы управления со всеми процессами должны быть у каждого директора. Тогда вы будете понимать, что делает классный руководитель, чем занимается учитель-предметник и как можно получить обратную связь от родителей, которые на самом деле сейчас не все, конечно, но многие готовы выступить так называемыми культурными волонтерами и вместе в дистанционной форме провести виртуальную экскурсию по музею. Коллеги,
учитывайте профессионализм ваших родителей, их профессиональный настрой. Это тоже очень важно. Да, Мария Анатольевна, продолжайте. Спасибо. Я тут пытаюсь еще по ходу писать ответы Да, хорошо. на вопросы в чате. Угу. Итак, очень важно для того, чтобы родители могли понять, что и как они должны делать, как они могут помочь своим ребятам при ведении дистанционного обучения, также предложить родителям рекомендации для их регламентации их новой жизни, скажем так. Да? Очень важно, чтобы на сайте образовательной организации была размещена необходимая информация, и родителям рекомендуем ознакомиться с этой информацией. А также очень важно, чтобы родители отслеживали расписание занятий. Вот о чем говорила Галина Владимировна, обязательно поддерживать контакт с классным руководителем. Если вдруг возникают какие-то проблемы по подключению или проблемы уже непосредственно в процессе обучения, то классному руководителю необходимо информировать об этих проблемах. Очень важно дома обеспечить для ребят режим труда и отдыха, контролировать рабочее место. Разработаны рекомендации Министерства просвещения, на следующем слайде они представлены, как можно это осуществить. Также, конечно, обращаем внимание родителей на самочувствие ребенка, проводим профилактику вирусной инфекции. Очень важно, чтобы родители контролировали готовность, поддерживали мотивацию к занятиям, стимулировали вовлеченность ребят в образовательный процесс. А для этого необходимо фиксировать и обсуждать с ребенком те проблемы, те вопросы, которые в процессе обучения возникают. А также очень важно контролировать информационную безопасность ребенка, особенно если ребенок дома один, да, родители на работе, чтобы никакие информационные шумы ребенка не отвлекали от образовательного процесса. И, конечно, помимо образовательного процесса предусмотреть различные виды активности без использования каких-то гаджетов, чтобы ребенок отдыхал от работы за экраном. Ну и рекомендуем родителям принять участие в проекте «Культурный норматив школьника». Также на нашем сайте методической поддержки дистанционного обучения создан раздел «Родителям», в котором представлены ссылки на ресурсы и проекты региональные и федеральные, а также проекты в сфере культуры и досуга, в том числе «Культурный норматив школьника». И также напоминаем, что у нас в институте работает Республиканский консультационный центр поддержки семей, имеющих детей. Здесь представлена ссылка на сайт консультационного центра. Центр оказывает психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, имеющим детей. И здесь вы можете получить ответы на все свои вопросы. Сейчас консультации проводятся в дистанционном режиме. Вы можете круглосуточно записаться на консультацию. Ссылочка есть на нашем сайте, на сайте Института развития образования есть баннер консультационного центра. Можете непосредственно на него зайти. Вот методические рекомендации от Министерства просвещения Российской Федерации, как организовать обучение ребенка на дому, можно на сайте Министерства просвещения их скачать. Следите за здоровьем. И рекомендации, которые мы предлагаем для ребят, для обучающихся. Ну, конечно, необходимо соблюдать режим дня и соблюдать расписание уроков, поддерживать свое рабочее место в порядке. Если вдруг возникают какие-то проблемы при подключении, либо в процессе обучения, информировать обязательно об этом родителей и учителя, классного руководителя. Обязательно предоставлять обратную связь учителю, дозировать нагрузку на глаза. Мы говорили о соблюдении санитарно-эпидемических норм. Вот об этом тоже здесь мы должны помнить, да, и ребятам рекомендовать не нагружать глаза дополнительно. Ну, конечно, следовать принципам информационной безопасности в сети. И если вдруг какие-то информационные вбросы наблюдаются в мессенджерах, либо в других сервисах, которыми ребенок пользуется, он должен проинформировать об этом родителей и учителя. Здесь представлены рекомендации Министерства просвещения по организации учебного процесса в домашней обстановке.
как организовать рабочее место, как делать гимнастику для глаз, и как провести свободное время с пользой, какие сайты, какие порталы предоставляют виртуальные экскурсии по музеям в период дистанционного обучения детей. Это все размещено на сайте посвящения Российской Федерации. Коллеги, вы задаете много вопросов, связанных с организацией образовательного процесса, на которые сейчас мы не можем сформулировать ответы, но мы обязательно постараемся осветить эти вопросы в наших следующих. Да. Марина Анатольевна, да. Коллеги, подключаюсь. Я вижу, что вместе с нами преподаватели организации среднего профессионального образования. Берем обязательство провести на следующей неделе для вас отдельный семинар. Но что важно, сегодня к нам поступили рекомендации, они есть и в министерстве, по организации практики и по формированию новых взаимоотношений с работодателями. Поэтому, коллеги, мы готовы, первое, поделиться с вами данными рекомендациями обязательно и провести при необходимости вебинар на эту тему. Готовы подключить и Союз промышленников и предпринимателей. Если в этом есть необходимость, тогда, коллеги, напишите, готовы организовать на следующей неделе. Так, я еще раз напоминаю всем участникам телефон горячей линии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Он есть также на сайте Министерства непосредственно в разделе «Дистанционное обучение». Если вдруг вы не получили ответ на свой вопрос в наших вебинарах, можно обратиться. Да. Коллеги, спасибо. Я вижу, что пишите нам, что полезная информация. Мы тоже вас благодарим. И, конечно, очень важно, мы сегодня об этом уже говорили, что начинает функционировать новый федеральный ресурс «Моя школа онлайн». Но внимание хочу обратить, уже рекомендации тоже направляются Министерством и просвещения, и издательством просвещения, которое данный ресурс создало, внимание обращаем, это должна быть единая модель. То есть, если мы выбираем данный федеральный ресурс, это решение должно быть принято на уровне образовательной организации. Не надо на уровне только советов, давайте мы будем использовать данный ресурс. Коллеги, сформируйте локальный акт. Определите, кто будет по каким предметам работать с данным ресурсом. Потому что вы, наверное, уже на него заходили. Это не для самостоятельной работы, коллеги. Это для работы с применением дистанционных технологий. Ресурс очень интересный, полезный, но это решение должно быть принято на уровне образовательной организации. Коллеги, это очень важно. И еще мне вопрос. Говорили мы о культурном нормативе. Хочу напомнить, коллеги, что данный проект имеет республиканское значение. Мы включены в число 10 пилотных регионов. Он завершается в конце апреля. И, конечно, нам важно понимать, уважаемые руководители образовательных организаций, педагоги, что вы в этот проект включены, что ваши родители вместе с обучающимися заполняют культурный дневник, смотрят сегодня и завтра различные виртуальные концерты, и до конца апреля культурный дневник будет очень насыщенным именно в рамках блока «Цифровая культура». Поэтому, коллеги, на это внимание обратите. Направьте ссылочки. Вот здесь Мария Анатольевна направит вам ссылочку на наш сайт. Направьте ссылочку вашим обучающимся, напомните о важности данного республиканского проекта «Культурный норматив школьника». Коллеги, да, Мария Анатольевна, продолжайте. Наверное, мы что-то еще должны продемонстрировать, либо мы уже завершаем, наверное, да? Так, мы уже завершаем. Хорошо. Сейчас скину ссылочку на культурный норматив. Да, спасибо. Ой, очень хорошо, работаем с сентября.
Посмотрите, там возникли у Минкультуры новые афиши с онлайн-трансляциями из наших музеев и кинотеатров, поэтому я думаю, что сейчас в это время это особенно значимо. Коллеги, мы будем завершать. Я очень рада, что вы вместе с нами в едином профессиональном пространстве, мы взаимодействуем. И, конечно, я благодарю, что вы нашли возможность включиться в столь для нас значимый вебинар. Мы отработали вместе с вами алгоритмы, которые в настоящее время уже приняты на уровне нашего Министерства образования, науки и молодежи на политике Республики Коми. Они будут доведены до всех, но самое важное, я еще раз хочу до вас донести, эти алгоритмы будут действовать, если руководитель образовательной организации их примет как основание для формирования локальных актов и формирования приказов. Потому что все алгоритмы, они останутся рекомендациями, и они не смогут быть основанием для получения того результата, который нам необходим. А самое главное для нас цель национального проекта образования – это повышение качества образования. Вот нам надо не только сохранить качество образования, но продолжать работу над повышением качества образования. Поэтому, уважаемые коллеги, педагоги, руководители, представители республиканских методических объединений, мы очень рады, что мы вместе и решаем столь важные задачи, которые перед нами сегодня стоят. Мы работаем на благо наших детей, наших родителей, конечно, наших педагогов и всего сообщества. Спасибо вам большое. Я присоединяюсь к словам Галины Владимировны. Благодарю всех, кто смог найти время и возможности принять участие в нашем вебинаре, кто с нами активно работал, кто задавал свои вопросы. Все ваши вопросы мы обобщим и, конечно, постараемся найти на них ответы, и в наших последующих вебинарах мы эти ответы будем включать, если сегодня еще мы не смогли на них ответить. Галина Владимировна желает всем крепкого здоровья. Да, коллеги, всем здоровья. Это самая главная наша задача для каждого из нас. Это личный результат. Поэтому, коллеги, конечно, здоровье. Если мы будем здоровы, я думаю, что результат, который нам необходимо достичь, мы достигнем. Коллеги, спасибо. Всем спасибо за активную работу. Ждем вас на наших следующих вебинарах. На следующей неделе у нас уже откликнулись наши республиканские методические объединения. Будут вебинары по предметным областям, по учебным предметам. Пожалуйста, приходите сами, приглашайте своих коллег. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете их на вкладочку «Вопросы» написать. И мы завершаем нашу сегодняшнюю работу в нашем вебинаре. Спасибо всем.